28 октября в Чеченском государственном университете состоялась 13-я международная научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа». На мероприятие собрались представители различных регионов России, а также зарубежные гости. В работе конференции принял участие первый проректор ЧГУ Заур Киндаров, проректор по научно-организационной работе Тамара Мазаева и профессорско-преподавательский состав вуза. Я уверена, что инициаторы этой конференции 13 лет тому назад были обеспокоены именно тем, что произошло, когда мы стали воспринимать природу как мастерскую, из которой можно черпать, не думая о будущем. Я думаю, что это беспокойство о состоянии природы нашего Кавказа, ну и, конечно, удивительное открытие, которое по сегодняшний день дает ее природа, и стали главным стимулом для этой конференции. В проведении конференции приняли участие гости с Иордании, Украины, Белоруссии, а также республик Северокавказского федерального округа. Главная цель данной встречи – это подведение итогов научно-исследовательских работ, привлечение внимания к экологическим проблемам нашего региона, а также сохранение всего видового биологического разнообразия флоры и фауны Северного Кавказа. Сохранение именно биоразнообразия Кавказа, оно наиболее актуально в том плане, что Кавказ – это колыбель человечества, и все, что у нас здесь происходит, оно обязательно отразится на всей нашей планете. Основные направления работы конференции – это проблемы сохранения биосферы, биологическое разнообразие растений и животных, а также охрана окружающей среды. Данная конференция проходит в нашей республике впервые. Ранее она проходила в других регионах страны. В ходе конференции гостей и студентов разделили на 6 секций, в каждой из которых участники продолжили свою работу. То есть мы с вами пьем живую воду, которая по сути является не H2O, а целым накоплением органических и неорганических элементов. Вот данная группа животных, грубо говоря, повышает наш жизненный тонус и увеличивает наше жизнеспособность. Как считают сами организаторы, студенты, ознакомившись с развитием биологической науки, сделают выводы и решат, где им продолжить свою профессиональную и научную работу после университета. По окончанию конференции гости совершили экскурсию по городу Грозному. Диана Джабраилова, Турпал Али Мусаев, пресс-служба ЧГУ.